основная работа. Я, в принципе, молчал до этого, и даже Сапара Джумакадыровича попросил, говорю, ну, потерпи, говорю, Сооронбай Шарипович себе как старший брат, будут обвинять во всем. Но, видимо, пришло время сказать правду. Вот когда кричат о подготовке Бишкека в ТЭЦ, авария на ТЭЦ, ведь Сапар Исаков сел в кресло премьер-министра 28 августа. В любой стране, и в том числе в нашей, подготовка к зиме заканчивается уже в сентябре месяце. Все тендеры, все другие мероприятия завершаются до сентября месяца. И эти тендеры в 2016-2017 году проводило правительство Джеймбекова. И в 2016 году на подготовку, на ремонт, я только про ремонт ТЭЦ говорю, что могли насосы отремонтировать. В 2016 году, вот по моим данным, которые мне дали, потрачено 280 миллионов на ремонт ТЭЦ, подготовку к зиме. А в 2017 на подготовку к зиме ТЭЦ потрачено 230 миллионов сомов. И все эти тендеры, вся подготовка велась командой премьер-министра Джеймбекова. И когда с больной головы на здоровую, я же говорю, это просто шумиха была, отвлекающий маневр. Потому что если там что-то не так, уже и на меня поворачивают. Слушайте, я готов за все ответить. Я никуда отсюда, с моей родной стороны, родины, никуда не уеду. Я за все отвечу. И я не только давал команду на реконструкцию ТЭЦ, я давал команду на реконструкцию Токтогулки, всех энерговырабатывающих станций. Ведется реконструкция Токтогулки, Атбаша, ставится второй агрегат будет на Камбарате-2. Вы знаете, задача была такая, что если Датхакемин, даже если будет построена, тогда еще ее не было. Если вдруг одна из опор упадет, Бишкек же будет без света. Бишкек должен сам себя обеспечивать светом. Всегда. Всегда. И если кто-то что-то воровал, ну, привлекайте ответственности, сажайте. Но когда какой-нибудь Зулушев, который и из суда его выперли, потому что он позорил имя судьи, начинает вот такие вещи кричать, слушайте. И я вижу, кто за ним стоит, кто дирижирует. Конечно, Сапар Джумакадырович Исаков очень сильно их обидел. Он снял с работы от Раима Миллиона. И он честный человек. Он ошибается часто. Быстро что-то начинает, не совсем продумав это. Вот яркий пример, это безопасный город. Но я знаю, что в апреле он уже реально этот проект начнет реализовывать. Но ведь этот проект, про него говорили 10 лет, но начал-то Сапар Исаков. Он ошибается. И я точно так работал. Вот вы что думаете, например, сейчас уже дороги говорят, нужны ли бы эти дороги? Тот же БОМ, ну, вы просто забыли, БОМа не было. И не только БОМа, ни света не было, ни дорог в Бишкеке не было. И, конечно, где-то кто-то, наверное, что-то воровал. Ну, сажайте его за это. Но руководителям страны надо брать на себя ответственность, вот как сейчас мой ученик Сапар Джумакадырович Исаков работает, и решать вопросы. И главное, мне нравится видение концептуальное, что в итоге это должна быть цифровая страна, Тазако, чтобы между человеком и услугами, между предпринимателем и там, налоговой системой не было чиновника. Поэтому он ошибается, но надо дать ему время. Мне кажется, буквально вот за год работы какие-то результаты пойдут. Я в это верю.